На рубеже 19-20 столетия Россия пережила много взлетов и падений, и это, конечно же, повлияло и на живопись. А как можно увидеть в художественном музее имени Нестерова? Большинство этих картин написаны в эпоху смены социально-общественного строя и политической власти. По работам видно, что времена были неспокойные. Художники шли на эксперименты. Вот, например, работа Гончаровой. Да, она потомок той самой Гончаровой, жены Пушкина. А если быть точнее, внучатая племянница. Она одна из первых начала творить в жанре кубизм. Эта картина на днях вернулась из Лондонской галереи. Там ее хотели купить за несколько миллионов, но собственность художественного музея Михаила Васильевича Нестерова не продается. Константин Алексеевич Коровин был одним из первых, кто продемонстрировал русскому зрителю красоту живописи. Коровин был плодовитым художником, он написал очень много картин, часть из которых выставлена здесь. А это нарисовал отец известного поэта Бориса Пастернака. Вообще, он создавал декорации для всемирно известных театров, а для вдохновения писал вот такие полотна. Эта работа исполнена в жанре лучизм. Такое художественное течение появилось у нас в стране. Придумал его Михаил Федорович Ларионов. В начале 20 века искусство тоже пережило революцию. Образовалось новое художественное объединение – мир искусств. Живописцы, входившие в него, называли себя мироискусниками. Они творили ради творчества. Русские художники конца 19-го, начала 20 века достигли такого высокого уровня мастерства, что были наряду с европейским искусством. В этот момент формируется новый тип универсального художника, то понятие, которое знакомо нам. Приобщайтесь к прекрасному. Дильназ Бекмухаметова, Руслан Бекбаев, специально для Горы новостей.